Петр Симон Паллас, немецкий ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник на русской службе. Отрывок из его сочинения «Заметки о путешествии в южное наместничество российского государства» в 1793-94 годах. На Кавказе живет некий народ, который совершенно отличается от других кавказских народов по языку, облику и чертам лица. Их самоназвание ламур, означающие «жители гор». Другие называют их галгаями или ингушами. Их ближайшими родственниками по языку и крови являются чеченцы, которых они называют начка. Я имел возможность видеть двоих представителей этой нации в русском лагере на Баксане. Представление об облике и вооружении этого полудикого народа дает таблица. Их произношение позволяет нам предположить, что во время разговора их рот набит камнями. Как нам говорили, это честнейшие и храбрейшие люди, борющиеся за свою независимость, подчиняющиеся только своим старейшинам или жрецам, совершающим религиозные жертвоприношения. Это единственный народ Кавказа, у которого сохранился щит как часть вооружения. Эти щиты изготовлены из дерева, покрытого кожей, и охвачены железными обручами овальной формы. Короткая сучковатая пика, являющаяся частью их вооружения, служит не только для обороны, но и в качестве подпорки для ружья, которые кладут между рогатками этой пики, укрепляя ее конец в земле, что дает возможность более точно стрелять в цель. Ингуши отличные стрелки, но мало занимаются земледелием или скотоводством и, следовательно, живут далеко не богато. Они обитают в истоках Кумбелея и Сунжи, до высоких гор на восточном берегу Терека, где они граничат с осетами. Карабулаки происходят именно от них. Они граничат с ингушами на западе, с чеченцами на востоке. Три племени говорят почти на одном языке, причем он не имеет аналогий с каким-либо другим диалектом, кроме тушетского, первое сведение о котором мы поместили в универсальном словаре императрицы Екатерины II. У рассудительного Гюльденштета это племя именовалось мисджегами или кистами, которых считал остатками истинных алан. Джордж Фрэнсис Блит, епископ англиканской церкви, последние десятилетия XIX века и первые два XX века. В труде «Воспоминания о миссионерской жизни» с предложениями для церквей и миссионеров в 1851 году пишет следующее. Вернувшись во Владикавказ, мы посоветовались о том, какому пути лучше всего следовать, и в соответствии с инструкциями комитета и с разрешения командующего офицером мы решили поселиться среди ингушей, которые категорически отвергли греческую религию, которую русские священники пытались навязать им. Мы выяснили, что ингуши были горным племенем, часть которого населяла некоторые горные крепости и своей доблестью и положением не поддавались подходу русских войск. Примерно на полпути между местом нашего назначения и фортом, которого мы оставили, был указан небольшой конический холм, который некогда был оккупирован полком русских солдат во время войны с ингушами. Говорят, что несколько горцев разработали план нападения на гарнизон ночью. Заставшие врасплох стражи были убиты ими. Они вырубали все, что попадется у них на пути в темноте, и приводили в замешательство солдат, которые поворачивали оружие друг против друга. Утром не было никого, кто мог бы рассказать о катастрофе, которая постигла их, и это место представляло собой неописуемое опустошение и бойню. Подобные смелые подвиги внушали русским трепет и страх перед их доблестью. Туземцы, населявшие окрестные деревни, жили земледелием, в котором женщины несли свою долю труда помимо выполнения своих домашних обязанностей. У тех, кто был богатым, было 3 или 4 жены, старшая из которых обычно была главой, а одна из младших жен часто была фаворитом ее господина. Подарок отцу дал тот, кто стал мужем его дочери, иногда в размере 15 или 20 голов крупного рогатого скота, в зависимости от ранга семьи или красоты ее лица. Я не слышал ни об одном случае попытки соблазнения или бесчестной связи, кроме одного, совершенного русским офицером, который сильно пострадал за свое преступление. Таково было чувство унижения, которое переживала пострадавшая семья, что отец или брат воспользовался первой возможностью лишить соблазнителя жизни и полностью предотвратил повторение подобных проступок. Женщины содержали свои дома в чистоте и порядке, часто занимались ткачеством своей одежды или одежды мужа, были целомудрены и сдержаны в своем поведении и, насколько я могу судить, жили счастливо в своих семейных кругах, возможно, за исключением многоженцев.
Благородные чувства и высокий тон морали, если мы можем назвать это тем именем, которое преобладало среди них, тем более удивительно, когда принимается во внимание их полное незнание всего, что касается религии. Их язык никогда не сводился к письму. Они знали, что единый Бог существует, но не практиковали никакой формы поклонения и не возносили ему молитвы. Несмотря на кровавую черту характера, ингуши – благородная раса людей. Они часто напоминали мне шотландских горцев. Их любовь к свободе врожденная. Они предпочли бы смерть рабству и довольствуются своим тяжелым образом жизни.